Эта зима в Коми не только теплая, но и снежная. И, по словам ученых, богатый снежный покров благоприятен для зимовки многих насекомых и вредителей. Как, например, клещей. Эти кровососущие насекомые, похоже, вновь будут свирепствовать в регионе. А потепление климата приводит к тому, что они двигаются все больше на север. Первые клещи, по прогнозам специалистов, появятся уже в апреле. Для них неблагоприятная зима любая, если нету снега. Хоть она теплая, хоть холодная. Основной здесь фактор – это количество снежного покрова. Если он маленький, то земля промерзает глубже, а они зимуют в почве до 50 сантиметров. То есть 50 сантиметров, скорее всего, при любой зиме у нас не промерзнет. Поэтому он так активно продвигается. Снег защищает не только, простите, яйца клещей, но и комаров. Эти насекомые для человека вызывают неудобства. Видимо, поэтому жители Коми и надеялись, что их станет этим летом меньше. Но как бы не так. Вернее, мало кусать будут так называемые подвальные комары. Они проснулись из спячки уже в январе. Это связано с теплой погодой. И скорее, вылетев на улицу, уже погибли. А вот численность остальных видов кровососущих комаров в Коми останется прежней. Для Республики Коми такой проблемы не стоит, так как у нас очень высокий снежный покров. И защита в виде снега это для комаров безопасно абсолютно. Потому как большинство видов зимуют на стадии яйца на поверхности почвы или на поверхности мха. И для того, чтобы они начали развиваться, им необходимо промерзание, как при стратификации семян. То есть пока не ударили морозы ранней осенью или теплой осенью, комары развиваться не начнут. Неудобства неудобствами, но забывать о пользе комаров не стоит. Весной и летом будут сыты птицы, рыбы и летучие мыши. Кстати, благоприятная теплая зима и для полевок. Жителям частных домов в этом году надо готовиться к их многочисленным визитам. Они себя очень хорошо чувствуют, потому что все мышевидные грызуны, они созависимы от температуры и от влажности окружающей среды. Если бы зима была холодная, соответственно, они бы больше тратили бы тепла, больше тратили бы жировой своей прослойки, соответственно, истощались бы. То есть к весне непонятно, какая была бы весна, и они бы просто бы утратили свою жизнеспособность. И вышли бы уже из зимы в ослабленном состоянии. Грызуны, хрущи, слизни, листогрызущие, по исследованиям ученых, ушли в зиму хорошо. Их численность к лету сильно не увеличится, а это значит, большого вреда сельхозтоваропроизводителям не будет. Все почвенные вредители отдыхают тоже спокойно. А что касается колорадского жука, он в Коми будет распространяться в зависимости от количества посаженного картофеля. А выйдет из почвы лишь с наступлением тепла, если оно, конечно, этим летом будет. К слову, в прошлом году он появился лишь в июле, на месяц позже обычного. Чужие вредители же на контроле Россельхознадзора. И кто к нам наведается из других регионов, узнаем лишь летом. Проводится ежегодный мониторинг, проводятся рейдовые мероприятия, проводятся плановые и внеплановые проверки. При этом используются нами различного рода ловушки, это и феромонные ловушки, и клеевые ловушки, которые вывешиваются в лесах, вывешиваются в закрытом грунте. В Коми 170 видов карантинных вредителей, и за всеми ими следят надзорные органы. И в целом ситуация остается стабильной, и атаки вредителей ждать не стоит. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.